Добрый день. Референт аппарата первого президента, государственного советника Михаила Фомича Николаева, Николай Бармыгин. Вначале я хотел бы поблагодарить Алексея Ильича, Андрея Михайловича и Михаила Викторовича за организацию парламентских слушаний по закону. Хотел бы напомнить слова главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева в своем ежегодном послании в декабре 2022 года. Еще один вызов сегодня – это продовольственная безопасность. И Минсельхоз Республики сейчас должен действовать как штаб обеспечения продовольственной безопасности. И в этой связи я хотел бы все-таки как-то надо усилить в наших рекомендациях, что у нас есть закон об ЛПХ, да? В наших рекомендациях просто написано продолжить и принять дополнительные меры. Должны быть какие-то подзаконные акты, какие-то нормативы, какие-то решения правительства, которые касаются личных подсобных хозяйств. Тем более, как уже предыдущие выступающие, и Михаил Викторович в своем докладе отметил, что практически больше половины сельхозпроизводства до сих пор производится в личных подсобных хозяйствах. Потому что во всем мире идет продовольственная инфляция, цены на продукты растут не только у нас в России, не только у нас в Якутии. Наглядный пример, масло от 500 рублей выросло до 1250, 2,5 раза за 3 года после реформы. И хотел бы напомнить предложение первого президента Михаила Фомича Николаева. Он написал статью о пространственном развитии и территориальном управлении в контексте народоразбережения в Республике Саха. Мы с Михаилом Викторовичем обсуждали в свое время. Там он предлагает сделать упор на усадебное хозяйство. То есть личное подсобное хозяйство, он смотрит более шире, не только на выращивание крупного рогатого скота, да, но и на весь комплекс той продукции, которая сейчас наше население берет со своего приусадебного участка, со своего личного подсобного хозяйства. То есть надо учитывать в этих законах и подзаконных актах и тех наших граждан, которые имеют дачи в городе Якутске, те, которые имеют приусадебные участки. И самая главная проблема для них – это сбыт, заготовка и переработка продукции. То есть нам надо, чтобы правительство занялось и муниципальное образование занялись этим вопросом, чтобы наше население могло реализовать свою продукцию. В Чоропчинском улусе в 2020 году, после начала пандемии, и так же, как в Намском улусе, они возобновили помощь семейной экономике и начали массово помогать населению выращивать сельхозпродукцию, в том числе по огурцам. И когда я выезжал в Чоропчинский улус, там сказали, что в Чоропче, где никогда никто не выращивал огурцов, да, сейчас сказали полное затоваривание, и встал вопрос переработки, то есть скупки у населения и переработки этих огурцов на зиму. То есть этот вопрос сейчас очень остро. И второе, Михаил Фомич в ноябре прошлого года написал статью с благодарностью населению республики, где напомнил задачу о скороспелом производстве. Куры, гусей, утки, индейки, поросята. И, конечно, отчет очень хороший. 60 кур в один улус, 50 кур во второй улус, 10 свиней в третий улус. Но Михаил Фомич говорит, надо вопрос ставить массово. И как вы уже говорили, надо производство, чтобы было массовым, и надо снабжать десятками тысяч, чтобы там у нас Михаил Фомич предложил где-то 1 миллион единиц скороспелой продукции на республику. Но в прошлом году правительство выделяло 600 миллионов рублей, и
куда эти деньги ушли, сколько скороспелой продукции было поставлено. Но я думаю, эти 60 кур, они туда включаются. Да? Андреевич. И в завершение Михаил Ефимович предлагает все-таки разработать программу «Село среднего достатка», да, чтобы наши селяне могли получать доход в размере 2 минимальных размеров оплаты труда. Вот предлагаю вот это предложение тоже включить в наши рекомендации.